Australië. Welcome. Сайн байцгаана уу хүн үзэгчдээ. Өнөөдөр орой манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Оросын холбооны улсын Санкт Петербургийн их сургуулийн улсын их сургуулийн ерөнхийлөгч, мөн Оросын боловсролын академийн ерөнхийлөгч хатагтай Людмила Алексеевна Вербицкая оролцож байна. Людмила Алексеевна Вербицкая Ленинградд төрсөн. 1958 онд Ленинградын их сургуулийн орос хэл утга зохиолын ангийг төгснөөс хойш их сургуультай лаборантаас аспирант, эрдэм шинжилгээний ажилтан, ассистент, доцент болтлоо ажилласан. 1979-с 2004 онд тус сургуулийн хэл бичгийн факультетийн гадаад хэлний тэнхимийн профессор, сургуульд хариуцсан дэд захирал, захирлын үүрэг гүйцэтгэгч, мөн захирлаар ажиллаж байсан. 2004 онд Санкт Петербургийн их сургуулийн захирлаар 3 дахь удаага улиран сонгогдсон байна. Оросын холбооны улсын засгийн газрын дэргэдэх орос хэлний зөвлөлийн гишүүн, Оросын холбооны улсын засгийн газрын дэргэдэх шагнал олгох зөвлөлийн гишүүн, Оросын холбооны улсын засгийн газрын дэргэдэх сурах бичгийн зөвлөлийн гишүүн, мөн Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дэргэдэх шинжээчдийн зөвлөлийн гишүүн. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите нам, что привело вас в Монголию? Вы знаете, я очень давно хотела попасть в вашу прекрасную страну, и вот как-то так не получалось. А сейчас я приехала сюда с коллегами своими по линии Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, которая объединяет представителей около 80 стран. И мы приехали для того, чтобы поговорить о русском языке здесь, посмотреть, в каком состоянии находится русский язык сегодня, и, может быть, немножечко помочь русскому языку, обрести свое прежнее состояние здесь, в Монголии. Поэтому мои коллеги и прочтут лекции, мы проведем круглый стол, и мы уже вчера много встреч провели, и как раз с членами этой монгольской ассоциации преподавателей русского языка и литературы, которые, мне кажется, прекрасно работают и стараются сохранить русский язык в Монголии. Ну и, конечно, меня как президента Петербургского университета очень интересует, как обстоит дело в вузах, высших учебных заведениях Монголии. И, кроме того, я думаю о том, каким образом наша Российская академия образования тоже может наладить такие дружеские связи и с Академией, с Министерством образования и науки. Мы сегодня утром были у как раз заместителя министра, и с вузами Монголии. Поэтому много целей, и, к сожалению, мало времени. Да. А что такое Российская академия образования? Российская академия образования, в чем ее функция? Вы знаете, в России очень много негосударственных академий, но совсем немного государственных. Все хорошо знают Российскую академию наук, которая сейчас такую реорганизацию проходит. И вы знаете, наверное, что в результате к этой Российской академии наук была присоединена и Академия медицинских наук, и сельхознаук. Теперь это единая академия. А Российская академия образования, Академия художеств и строительства, архитектуры остались отдельными академиями. Мне кажется, что Российская академия образования очень важная, потому что она занимается проблемами детства, проблемами формирования ребенка в период дошкольного образования. И теперь такие даже стандарты у нас подготовлены, которые так в просторечии называются дошколка. Всем процессом обучения в школе занимается тоже Российская академия образования. И теперь еще, я чуть меньше года назад была избрана, 11 месяцев назад, и теперь и проблемами вузовского образования тоже. Вы знаете, и педагогическое направление, и психологическое очень сильно развиты. Не было, к сожалению, направленности по изучению русского языка и методик преподавания. Но теперь в течение этих 11 месяцев мы это ввели. Так что мне представляется, что изучение проблем детства и в норме, и в патологии – это очень важное дело. И этим и занимается Российская академия образования.
Я думаю, что это должно быть еще ближе к вам, потому что вы сами очень... Ваше детство было очень интересное. Вы... Если можно назвать это словом «интересное», да. В смысле, было сказано, что вы, когда в детской колонии вы были, вы имели возможность идти в простую школу. Вот вы знаете, произошло, конечно, огромное для меня несчастье, потому что мой отец, человек, преданный своей родине, ну, как, кстати, и многие такие в сталинский период, был арестован в связи с так называемым ленинградским делом. Мама моя, естественно, была отправлена тоже в тюрьму и в лагерь, а я, поскольку мне еще не было 14 лет, я была отправлена в детскую колонию, но женская колония была единственная в Советском Союзе во Львове. В этой колонии было 7-летнее образование. И заместитель начальника колонии Виктория Николаевна Карпова, которой я очень многим обязана, она добилась у своего начальства, которое было тогда в Киеве, разрешение ходить мне в городскую школу. И поэтому у меня не пропало ни одного года. Я закончила 21-ю школу города Львова, и та же Виктория Николаевна добилась для меня разрешения поступать в университет, считая и рассказывая всем, что они меня так перевоспитали, что я могу уже идти в университет. К счастью, я заканчивала 10 класс, когда умер Сталин, и это было огромной радостью для миллионов людей, потому что вы о годах страшных репрессий сталинских знаете. Наверное, может быть, не все, но все-таки... Как раз в Монголии мы знаем об этом, и мы сейчас, после того, как времена изменились, поменялись, мы узнали, что очень много тоже в Монголии были репрессированы, включая руководителей страны. И я и говорю, что здесь, что нет, это не потому, что россияне сделали специально для нас, они самые стойкие жертвы. И далее, и один из был ваш отец, который и был он расстрелян, да? Он был расстрелян среди тех ленинградцев, которые никого не предали, которые не испугались страшных испытаний и пыток, которым их подвергали. И после смерти Сталина первое дело, которое было пересмотрено, это так называемое ленинградское дело, и мой отец уже посмертно был реабилитирован. Да. Ну, просто смотреть обратно, ваше детство, вот ваш отец, семья была разрушена. Абсолютно. Именно из-за ничего. Потому что это была такая политическая структура, да? Да, и эту судьбу тоже много затрагивала в монголов, поэтому я хотел еще раз это подчеркнуть. И обратно к тому, что вы поступили в Ленинградский университет тогда. Я сначала поступила во Львовский университет, Львовский университет, потому что Сталин, как вы помните, умер в 1953 году, я закончила школу, и еще не было результатов реабилитации. И тоже та же Виктория Николаевна Карпова добилась для меня разрешения поступить в Львовский иначе вы не могли университет. поступить? А как же, конечно, нет. Я же была дочерью врага народа, поэтому, конечно, нет. Но поступить меня можно было только на русское отделение Львовского университета, а университет прекрасный был, Львовский. Я хотела на западное отделение, было нельзя. Я сначала хотела в медицинский вуз, тоже было нельзя, но на русское отделение. Но вы знаете, это, наверное, вот все свыше, потому что за все эти годы я ни разу не пожалела, что мне можно было поступить только на русское отделение. Вот именно, вот я был удивлен, как вы настойчиво работали ваша вся жизнь была связана с русским языком. Вы сыграли огромную роль в развитии этого языка с научной точки зрения. Вы даже написали несколько научных работ именно по как использовать произношение, как улучшить произношение, используя произношение, овладеть языком лучше. Вы правы, да. Пожалуйста, расскажите об этой части. Расскажу обязательно, но к концу первого курса стало известно, что уже закончилась реабилитация. Папа мой и несколько наших его коллег, которые тоже были арестованы, тоже были посмертно реабилитированы. Мама вернулась в Ленинград, и я была переведена в Ленинградский университет, который потом стал Санкт-Петербургским. И вся дальнейшая моя жизнь связана именно с этим прекрасным университетом. Вы знаете, прекрасные учителя, блестящие были во Львовском университете. И я спустя много лет одну из учительниц своих, Нину Ивановну, уже разыскала позже.
Но с самого же... Я на второй курс была переведена, и прямо на втором курсе, когда Вера Федоровна Иванова была такая прекрасная профессор на кафедре русского языка, она почувствовала мою тягу именно к фонетике, к нормам произносительным. И я таким образом достаточно быстро, уже в сентябре 1954 года, я уже была на кафедре фонетики. И вот долгие-долгие годы я на этой кафедре работала, я защищала там и кандидатскую, и докторскую диссертацию. А потом так сложилось, что мне пришлось пойти заведовать кафедрой общего языкознания. И такое решение принял мой учитель Лев Рафаэлович Зиндер, блестящий фонетист и германист, когда Юрий Сергеевич Маслов, который заведовал до этого этой кафедрой, должен был по возрасту освободить вот этот пост заведующего, то меня попросили, чтобы я пришла на эту кафедру, и вот уже почти 25 лет я заведую этой кафедрой. Вы знаете, все дело в том, что это такой университет прекрасный, замечательные, удивительные преподаватели. И еще, мне кажется, важно то, что в университете нашем, теперь Санкт-Петербургском, мы соблюдаем до сих пор те принципы, которые заложил Петр I, когда он обдумывал создание первого российского университета. И Петр I, который 28 января 1724 года подписал этот известный указ об открытии университета, Академии наук и гимназии, мы одновременно были открыты, он сразу сказал о том, что нужно так учить студентов, чтобы они постоянно задумывались над тем, о чем им говорят, чтобы они ничего не принимали на веру, чтобы все подвергали сомнению и сами доходили до этих решений. Вы знаете, вот такой дух Петра I живет в нашем университете, и мне кажется, именно это и помогает университету растить. Да, и не только по русскому языку. Университет сам стал очень популярным, и сейчас очень популярный, один из престижных вузов России. И у вас есть очень престижные выпускники тоже. У нас есть такие выпускники, конечно. Кого вы могли бы особенно? Ну, вы знаете, конечно, в первую очередь Владимира Владимировича Путина, который закончил юридический факультет, и Дмитрия Анатольевича Медведева, который чуть позже, но закончил тоже этот же юридический факультет. Прекрасный факультет, и профессора этого факультета до сих пор очень много практически работают, и многие законы российские с их помощью и готовятся. Вы знаете, мне кажется, что важно, что университет, независимо от того, на каком факультете учится человек, какая тема его, скажем, дипломного или там теперь уже магистерского сочинения, а важно, что сдается фундаментальная основа, которая дает возможность потом работать в любой области. Вы посмотрите, как получается. Гимн великому городу Петербургу написал Рейнгольд Морисович Глияр. Он выпускник юридического факультета Петербургского университета. У нас были такие случаи, когда экономикой города, а наш Ленинград-Петербург огромный город, который равен всей Финляндии, да, по числу жителей, как раз руководил биолог Артемьев. Понимаете, то есть, в общем, мне много очень интересных, скажем, специалистов-издателей, которые не гуманитарные факультеты закончили. Ну и мы хорошо знаем, что стихи-то пишут часто тоже не филологи. Так что вот это, мне кажется, важным. Welcome. Когда ваш известный выпускник стал президентом России, вы знали их, когда они учились? Вы знаете, так получилось, что Владимир Владимирович учился раньше, и тогда я еще не была ни проректором, ни ректором, тогда я его не знала, мы познакомились немножечко позже. Дмитрия Анатольевича я знала, но тоже просто вот как выпускника. А уже немножко позже Владимир Владимирович ведь пришел работать в наш университет. И он был заместителем ректора Станислава Петровича Меркурьева. Я вам сейчас скажу, это был, я думаю, если я не ошибаюсь, то это примерно с 87 по, наверное, 89, вот так примерно. Потом, может быть, даже чуть-чуть, нет, наверное, 89-й, потому что потом Анатолий Александрович Собчак, который был прекрасным мэром нашего города, я тогда была первым проректором, и вот наш Станислав Петрович Меркурьев, блестящий
такой физический математик или математический физик, который университет миру как раз развернул. Анатолий Александрович приехал к нам, а я была первым проректором, и стал просить отдать ему Владимира Владимировича, потому что понимал, что, конечно, все, что знает Владимир Владимирович, все, что он умеет, он действительно человек очень глубоких знаний и образования, который постоянно повышает все свои знания в разных областях. Отдать его ему в качестве заместителей. И дальше несколько лет Владимир Владимирович уже работал в качестве заместителя Собчака, прекрасно совершенно, и занимался международной деятельностью, так же, как и в университете. Я так понимаю, что даже после того, как стал он президентом страны, значит, дает особое значение развитию Санкт-Петербургского университета. Безусловно, но и Московского тоже. Вы, может быть, знаете, что в 2009 году, когда президентом был Дмитрий Анатольевич Медведев, Медведева очень студенты любили и очень жалели, когда он ушел из университета, Дмитрий Анатольевич подписал тогда закон о 2 университетах. И наши 2 университета, московский и наш, они по закону, такого не было еще, работают и живут, имеют особый статус. Именно эти 2 университета. Ну, я тогда горжусь как выпускник Московского государственного университета. Мы всегда рядом. В чем заключается это особый статус? Вы знаете, статус? особый статус, во-первых, дает отдельную строку в бюджете. Мы не в бюджете Министерства образования, а мы отдельной строкой в бюджете России. Так же, как и Московский университет. И потом мы самостоятельны в принятии решений. Мы непосредственно не подчиняемся Министерству образования, а только правительству Российской Федерации. И надо сказать, что решение, и когда я была ректором 15 лет, и сейчас у нас прекрасный ректор Николай Михайлович Кропачев, тоже выпускник юридического факультета, конечно, мы очень обдуманно принимаем все решения, но мы имеем право на самостоятельные решения. Вот вы в руле этого прекрасного университета много лет. В чем этот секрет, что этот университет и был, и является, и продолжает быть одним из таких самых лучших университетов страны? Вы знаете, мне кажется, что все-таки главное — это наш профессорско-преподавательский состав. Потому что, да, их очень много, около 4000, но у нас особый коэффициент, то есть соотношение числа студентов и преподавателей. Вот как. Да, в обычных это или 1 к 25 в обычных вузах, или 1 к 10. Но у нас на каждого преподавателя только 4 студента. Вот как. Я, кстати, вы знаете, вспоминаю всегда, что первый университетский год, 1725, ведь как проходил? Приехало 17 профессоров из Германии, и было всего 9 студентов. А вот как? Это даже было наоборот. Поэтому это, конечно, было прекрасное соотношение. Но и то, которое есть сегодня, дает возможность не только организации лекций, и часто лекции на одну и ту же тему читают разные преподаватели, но огромное количество специальных курсов, специальных семинаров, серьезная работа со студентами, ну, теперь с бакалаврами, магистрами, аспирантами. И вы знаете, вот многие преподаватели — это просто творцы, яркие личности, которые умеют зажечь вот своим предметом. Мне кажется, это главное. Ну, а сейчас у нас появилась возможность уже больше внимания уделить всему. И созданию лабораторий, и вкладывать большие деньги как раз вот в межфакультетские объединения. И Николай Михайлович Кропачев, наш ректор, сегодня я 6 лет, скоро будет 6 лет уже исполнилось, как я президент, а Николай Михайлович ректор. Он очень много внимания обращает на развитие естественно-научных факультетов. Естественно-научных. Да, это, конечно, очень важно, потому что если, скажем, философ может работать с бумагой и с компьютером теперь, то, конечно, аппаратура серьезная очень нужна представителям естественно-научных специальностей. Вы являетесь почетным доктором университета Болоньи и Нью-Йорка, и так далее, нескольких университетов. И по сравнению с американскими университетами, как вы находите сильную часть и слабую часть?
Ленинградского университета? Вы знаете, конечно, у нас есть проблема, на которой мы думаем, это число публикаций в тех самых журналах Web of Science, да, в которых у нас практически не имеют возможности публиковать свои работы даже не просто филологи, а русисты. Вот это нас очень беспокоит, потому что число публикаций у химиков, физиков, математиков, там специалистов факультетов географии или геоэкологии много. И как раз мы вот стремимся к этому, потому что как мир узнает о наших работах. А вот как раз русистам непросто, потому что есть журналы, в которых они печатают, но, к сожалению, не очень много вот в журналах этого рода. Вы знаете, мне кажется, что в каждом университете есть свое сильное. Конечно, например, да. Болонский университет, старейший университет мира, который я очень люблю и много работала с русистами Болонского университета. Там была блестящая совершенно профессор Айза Песина Лонга, которая много сделала вообще для укрепления наших связей. Она открыла итальянцам необыкновенную поэзию, и Цветаеву, и Ахматову переводила она. И там, вы знаете, есть такой тоже, свободный, кажется, более свободный дух, потому что студенты могут учиться не 3-4, не 6 лет, а много, вот учатся и учатся, да. Но в американских университетах есть свои, безусловно, плюсы. Я работала в Дюкском университете, прекрасном американском университете, но меня там поражало такое очень либеральное отношение к студентам. Я, когда проверила контрольную работу в первый раз, и у меня получилось, что оценки прям не самые лучшие, мне опытные американские профессора сказали, что так нельзя, потому что обучение в этом университете очень дорогое. И что же я тут всем двойки-то наставлю, да? Они возьмут и уйдут. Вот. Мне кажется, что в этом смысле у нас более строгие правила все-таки, правда, в основном. Я знаю, это дело очень строгое, да. Да. Правда, у нас в основном бюджетное образование за счет государства, и есть платные формы, но их меньше гораздо, чем бюджетных. Ну и мне кажется, вот в нашем университете все-таки самая сильная сторона – это какая-то верность традициям, все-таки требовательность. И, с другой стороны, вот стремление каждого преподавателя увлечь студента. Вот это, мне кажется, очень важно. Теперь я бы хотел спросить у вас, что вы являетесь членом Совета языка при президенте. Да, Совет по русскому языку. По русскому языку. И еще при правительстве. И при правительстве. Пожалуйста, скажите разницы и значения в этих двух. Вы знаете, во-первых, я очень рада тому, что в последние 2 года вот действительно вдруг возник этот огромный интерес к проблемам языка в своей стране. Я хочу сказать, что Владимир Владимирович Путин, который в 2007 году подписал свой указ о создании фонда «Русский мир», он сделал огромное дело, потому что я рассказывала Владимиру Владимировичу не раз о том, как работают фонды в других странах. Фонд Сервантеса, который пропагандирует испанский язык во всем мире, да? Фонд, который пропагандирует немецкий язык. Ну уж не будем говорить о фонде Конфуция, которых уже по миру возникло более 1000. И Владимир Владимирович, спасибо ему, в 2007 году, в июне месяце подписал свой указ. И вот этот фонд под названием «Русский мир», цели у которого, во-первых, заботиться о сохранении прекрасного русского нормативного языка внутри страны и заботиться о распространении языка за пределами нашей Родины. Вот этот фонд уже успел сделать очень многое, а уже позже, вот 2 года назад, тоже интерес, конечно, и правительства, и руководителя правительства, и президента к языку именно, к проблемам русского нормативного, литературного языка, привел к тому, что был создан Совет по русскому языку при правительстве, и его возглавила вице-премьер Ольга Юрьевна Голодец. Вы знаете, мне кажется это очень важным, потому что на заседаниях этого совета самые актуальные вопросы жизни языка обсуждаются. Я вот там 2 раза, наверное, выступала и рассказывала о том, что очень важно сосредоточить внимание
всех организаций, которые занимаются русским языком, и каким-то образом координировать их действия. Ведь деньги Россия тратит большие, но важно, чтобы они очень экономно и, так сказать, с головой, как говорят по-русски, использовались. И вот следующий совет, который возник, это совет при президенте. Первое заседание совета будет 9 числа. Я завтра должна вернуться в Москву, прилечу, а не в Петербург. И 9 будет первое заседание. Вы знаете, состав совета разный, потому что в первом совете преимущественно руководители крупных вузов и специалисты в области русского языка, вот поэтому и Институт академический русского языка тоже представлен молдаванам. А здесь больше таких общественных деятелей, видных деятелей киноискусства, литературы, и, так сказать, нет чиновников никаких. Вот я посмотрю, как будет проходить первое заседание совета. Владимир Ильич Толстой возглавляет этот совет. Он попросил меня и академика Молдавана быть его заместителями. Мы написали уже ряд своих предложений, но мне кажется, что вот цель президентского совета как раз координировать действия всех организаций. Вы посмотрите, есть фонд «Русский мир», который имеет средства Россотрудничества, МАПРЯЛ, Российское общество преподавателей и Министерство образования, которое, в общем, тоже большие средства на укрепление и развитие языка тратит. Вот мне кажется, что вместе в тесном взаимодействии, да, этих организаций обязательно должно получиться. И эти организации, 3 организации, которые вы только что описали, в какой-то мере связаны с Международной ассоциацией преподавателей русского языка? Да, безусловно, потому что, вы знаете, мне кажется, вот лучшие силы русистов, они собраны в национальных ассоциациях. И мне кажется, что мы уже видим результаты действия этих. Сколько их? Около 80. В 80 странах где-то? В 80 странах в каждой есть своя ассоциация. Она есть и язык. здесь, в Монголии. Да, быть Мы вчера встречались с ассоциацией и с профессором Гасаном, который возглавляет. Вы знаете, некоторые организации работают прекрасно. И я хочу привести один пример, совершенно меня поначалу удививший. 3 года назад вдруг оказалось, что в Варшавском университете, это в Польше, самый большой конкурс в университете был на русское отделение. Вот как? Да, и этот конкурс удерживается и в этом году. Мне кажется, это результат действий ассоциации тоже. Поэтому язык ведь такое, что самым уникальным образом очень близко соединяет людей, несмотря какие нации, расы. Язык общения ведь главная функция. Вот особенно с русским языком. Это огромный здесь такой потенциал в этой стране за все эти годы социализма, что один из самых лучших достижений языкознания. Безусловно. Как вы смотрите развитие русского языка в Монголии, как она будет отражаться на отношении двух стран? Ну, вы знаете, известно же, что чем больше в странах людей, которые говорят на языке друг друга, тем не могут быть хуже отношения, должны быть лучше. Конечно, мы вспоминаем, я вот помню, не мои молодые коллеги, то время, когда около 80% монгол понимали русский язык, и около половины очень хорошо говорили. И сегодня ведь мы встречаем этих людей. Ну, вы понимаете, какими трудными были 90-е годы в истории нашей страны, и распад Советского Союза, безусловно, не мог не повлиять, и все события последующие. И был действительно естественный спад интереса к русскому языку не только в Монголии, и в других странах. Но вы знаете, сейчас действительно возрождается этот интерес, и я очень этому радуюсь. Я как-то в одной из немецких гимназий, ну это было уже года 4, наверное, назад, была на встрече со школьниками и узнала, что в этой школе в качестве первого иностранного избран русский. Я спросила: ребята, почему? Они мне говорят: ты что, не понимаешь, нам нравится ваш президент. То есть факторы бывают разные. И вы знаете, я вижу сейчас тоже возрождение интереса. Мы сегодня были в Министерстве образования Монголии, и я обязательно завтра и послезавтра поговорю с нашим министром. Мне кажется, очень важно возродить все формы связи. Важно посылать на стажировки. Важно вот поддерживать интерес, который возникает на самых разных уровнях. Сегодня выяснилось, что Министерство образования
образования в Монголии приняло решение о том, чтобы подготовка по русскому языку сначала бакалавров, потом магистров, потом аспирантов стала факультативной. Сегодня в беседе с заместителем министра мы выяснили, что они не думали о русском языке, они говорили о других специальностях. И она обещала, что они вернутся к этому вопросу, и не будет факультативной, а будет обязательной. То есть, да, вы знаете, это очень важно. Один из самых больших капиталов Очень. знать язык другой нации, особенно и вашего соседа. Безусловно. И зная так хорошо, и вдруг это остановить, или это было бы невозможно. очень Но первые 400 да? уже поехали ваших граждан в нашу страну, и сейчас просят уже ваши университеты, чтобы мы все-таки прислали сюда профессоров, а у нас есть в русском мире, а мы все очень тесно связаны. Я, кстати, попечительский совет фонда «Русский мир» тоже возглавляю, и поэтому... Кстати, этот совет, у нас есть АРЦНК в Монголии, который является единственным таким очагом, да, где мы, то, что с Россией связано, мы приходим туда, поговорим, там сильный руководитель сейчас. Все. Как вы смотрите в фонд «Русский мир» и Россодружество? Нет, вы знаете, что мы ведь работаем в тесном сотрудничестве с Россотрудничеством. Вчера мы были на прекрасном празднике в Доме культуры и науки российском. Вы знаете, замечательно потому, что мы могли разные грани монгольского искусства почувствовать. Ведь у вас прекрасные певцы, замечательные совершенно девушки с такой необыкновенной пластикой. Ну, замечательно было. Мы как раз говорим о том, что и Россотрудничество, и Русский мир, и РАПРИАЛ, и МАПРИАЛ, сокращение этой Международной ассоциации российской, и вузы России, они все должны работать в тесном взаимодействии. А тесное сотрудничество как раз русского мира и Россотрудничество совершенно необходимо. Welcome. В конце передачи я хотел спросить, и не могу не спросить, потому что время такое, и плюс вы один из самых активных гражданин своей страны, вы жили, учились в Украине, и потом в России. Да. И то, что сегодня происходит в многих словах, каково ваше мнение, то, что происходит на Украине? Вы знаете, мне кажется, что все должны понять. Во-первых, Украина самая близкая страна России. Не будем говорить о происхождении, о общности языка, о том, что мы относимся к одной ветви. И мне кажется, что со временем и достаточно быстро люди должны понять, что война должна прекратиться. И разговоры о том, что Крым вдруг стал российским, он и был российским. И давайте вспомним, я-то помню это время, когда вот так с барского плеча подарил Никита Сергеевич Хрущев Крым вдруг Украине. Это нелепость. Жители захотели, это их воля, это прекрасно. К воле любого народа нужно относиться с большим уважением. Я очень надеюсь, что и теперешний президент это поймет, потому что, несмотря на перемирие, мы слышим жуткие вещи. Люди продолжают гибнуть. Это должно прекратиться. И я абсолютно уверена, что те не очень разумные меры, которые Запад предпринимает, они тоже приостановятся, они уже приостанавливаются. Потому что, мне кажется, очень неразумные решения были приняты западными руководителями. Самый мой последний вопрос. Я не могу не спросить. Вы являетесь только активно сейчас. В чем секрет вашей такого хорошего здоровья? Ну, вы знаете, как говорят, все вот оттуда, да? Вот, наверное, это главное. Но понимаете, что я, например, серьезно занималась йогой довольно долго. Потом так некоторые изменения произошли, и я меньше, но занимаюсь все-таки. Но утром, сколько бы я ни спала, я обливаюсь ледяной водой обязательно. Но главное это все равно не это. Вы знаете, мне что кажется самым главным для любого человека? Главное любить людей, которые вокруг. Вообще слово «любовь», оно должно быть главным в жизни любого человека. Любить дело, которым ты занимаешься, прекраснее которого нет на свете. Любить людей, которые вокруг. И вообще стараться сделать что-то очень полезное для своей родины и для всех, кто с тобой связан. Мне кажется, что это самое главное. Любовь спасает мир.
Спасает. Любовь спасает мир. Все начинается с любви. Ваши дети? Да, у меня 2 дочери, они взрослые, конечно, как вы понимаете. Старшая скандинавист, она занимается рядом языков, но главный язык ее датский. И вы знаете, что меня радует? Она лингвист, но она в течение уже ряда лет переводит романы очень известного датского писателя, вы наверняка знаете, Питера Хёга, который вот Смелу написал. И меня радует то, что Питер сказал ей: Лена, вот пока я жив, все мои романы будешь переводить только ты. А младшая, она тоже филолог. У меня был муж, которого, к сожалению, уже нет на свете. Мы 42 года вместе прожили, и вот так получилось, что у него был инфаркт. Но младшая дочь тоже не стала физиком, как муж, а она занимается русским языком как иностранным. И очень любит свое дело, и тоже так очень увлечена. В вас пошло, да? Ну вот они, да, в меня, хотя очень любили отца, и отец их очень любил, но физиками не стали. Людмила Алексеевна, это был прекрасный разговор, спасибо. Давно Спасибо не говорил, и за такое долгое историческое время и такие события, которые произошли и в вашей жизни, в истории у нас здесь, в Монголии. И особенно о том, что происходит в России в плане языка, русского языка и их влияния на другие страны. Прекрасные темы. Спасибо большое вам. Желаю здоровья, успеха. Здоровье необходимо совершенно, это верно. Спасибо большое. Спасибо вам большое. С вами было очень приятно. Спасибо. Спасибо.